Против социализма может выступить только сумасшедший, говорил Никита Хрущев. По всей видимости, именно этот лозунг советского лидера теперь взят на вооружение грузинскими властями, возрождающими по отношению к сегодняшним диссидентам практику психологического давления. Попытка посредством карательной психиатрии расправиться с педагогом и активисткой Нино Даташвили, которая обвиняется в нападении на государственного служащего при исполнении служебных обязанностей, многих в Грузии заставило вспомнить историю из сравнительно недавнего прошлого. В начале 80-х годов после лечения в клинике такого профиля скончалась журналист Нази Шаманаури, активно критиковавшая тогдашние власти. Об опасности возрождения подобной меры наказания говорят гости некруглого стола, глава лаборатории исследования советского прошлого Ираклий Хвадагиани и врач-психиатр Манана Ильяшвили. Калбатану Манана, к вам у меня первый вопрос. Начнем с конкретной истории с задержанной Нино Даташвили, которую по ходатайству прокуратуры направляют на экспертизу с подозрением на психоэмоциональную лабильность. Суд удовлетворил это ходатайство и указал, что в случае возражения Нино Даташвили против проведения экспертизы к ней будут применены соответствующие меры пресечения, то есть принудительное помещение в психиатрическое учреждение. Могли бы вы объяснить нам, насколько правомерен этот шаг конкретно в случае с Нино Даташвили? То, что с общедоступными источниками мне стало ясно, доставлен был со стороны защиты форма 100, где были написаны диагнозы, первое, второе, это неврологические диагнозы, там поставлены коды. Эти коды по классификации ВОЗ, все врачи обязаны, когда мы ставим диагноз, поставить диагноз и написать код. Если мы код не пишем, это уже нарушение. Там написано неврологический диагноз, грыжа позвоночника, еще что-то. Да. А потом написано диагноз психоэмоциональное расстройство, лабильность. Как раз об этом я хотела вас спросить. Насколько это диагноз, а не сопровождающий симптом? Это вообще не диагноз. Такого диагноза психоэмоциональная лабильность вообще нет. Если это код мы не пишем, это уже нарушение. О чем это вам говорит? Эта форма 100 не составлена по всем правилам. В описательной части можно это написать. Даже если напишу я другое заболевание, например, депрессионный эпизод или даже шизофрению, если напишу, и код не поставлю, даже это нарушение. Не то, что такой, или симптом, или что-то, это такое, психоэмоциональная лабильность. Такого вообще нет. А для чего и кому нужна была эта форма 100? Куда ее надо было представить? Я так знаю, эта форма 100, сторона защиты понесла в суд, чтобы из-за этих неврологических заболеваний какую-то помощь наказать Даташвили. То есть эта формулировка «психоэмоциональная лабильность» вовсе не повод для того, чтобы направить на принудительное решение, так? Вообще, когда экспертиза проводится, там диагноз ни при чем. Вообще ни при чем. Экспертиза объясняет только одно. Когда человек совершил какое-то правонарушение, вот в тот момент у такого человека было бы такое психическое расстройство, которое лишает его способности отдавать себе отчет за свои действия. Вот это невменяемость. Вот такой даже симптом, если будет где-то в описательной части этой больничной карты написано, вот в таком состоянии ничего такого не будет. Но это вообще нарушение выдачи формы 100. Патану Ираклий, как вы оцениваете то, что происходит с Нино Даташвили? Да, в принципе, очень легко все это объяснить, потому что вокруг меня, когда я слежу за последними этими событиями, кроме вот таких ярых соратников режима, конечно, у абсолютно большинства нормальных людей есть возмущение, исходя из того, что вот это обращение со стороны прокуратуры и всех этих карательных органов, явно это как реинкарнация этого прошлого, как они пытаются
терроризировать узницу, и сами они устраивают психологический террор, и еще они оскверняют репутацию человека, исходя из того, что вот сейчас задавать вопросы, настолько она меняемая, да, вот и экспертиза надо проводить, и все понимают, что это очень сходится с той картиной, как тоталитарный режим притеснял людей и истреблял их, используя вот карательные психиатрии, и потом все это усугубило тот факт, что оказалось, что тот эксперт, который должен проводить сейчас эту так называемую экспертизу, он является фигурантом дел Нази Шаманаури. Это 80-е годы, когда журналистку мучали в психбольнице, и она погибла. И исходя из этого, что тогдашнее диссидентское движение опубликовало данные и материалы и сведения этой дела, все поколения уже помнят, и они, исходя из этого кейса, можно сказать, узнали, как режим использовал эти меры притеснения. И потому очень ясно, к чему клонится сейчас действия прокуратуры, которая является инструментом режима. И еще можно сказать, что несмотря на то, каково будет следующее действие, они смогут все это проводить или нет, и так далее, и так далее. Главное, моя личная точка зрения, они хотели, что довести эту информацию до широких слоев Да, общества, хотя что она они просила, чтобы готовы. эта информация не была опубликована, Да, имеете в виду? потому что вот такие режимы так действуют, что одна, что они реально будут совершать, но другая, это как тоже психологическое воздействие, донести вот эту сообщение каждому гражданину, что если вы попадете в наших руках, мы будем вот такими методами обращаться к вам, и это тоже часто вот этой террористической кампании, которые они бесперерывно продвигают уже последние года, как минимум. Калбатану Манана. Советское прошлое полно историями, когда диссидентов, которые выступали против режимов, запирали в психиатрических заведениях. Слово вот психушка, так на жаргоне называли Да, психиатрическое заведение, вызывало да. у людей ужас, содрогание, считалось, что даже Мгм, это мгм. страшнее лагерей или тюрем. И не исключено, вот как говорит Батон Иракли, что власти могут прибегнуть к такого рода наказаниям для тех, кто против их Да. правления. Что их ждет в таком случае? Знаете, в каком плане? Можно провести параллель между заведениями психиатрического характера советского прошлого и грузинского настоящего. Есть у нас специальные учреждения психиатрического профиля для простых больных и для тех, кого правоохранительные органы направляют туда принудительно. В каком состоянии у нас эта сфера сейчас? Это все происходило в Сербском институте психиатрии, и там был ужас. Всем этим серьезным диссидентам диагнозы ставили там, и на принудительное лечение они были там же. Это было очень закрытое заведение. Я где-то в конце 80-х, тогда была сеть психиатров и неврологов, и одна сессия проводилась там. Я там была. Я там была в конференционном зале только. Я проходила через какой-то ужасный коридор. Сколько мы шли, я не знаю. Как нас проверяли, я не знаю. Я там не видела ни пациентов, ни врачей. Была там только в простом конференционном зале. У нас никакого общения не было ни с пациентами, ни там в врачебных комнатах мы не заходили. Сейчас, чтобы вернуть к теме, мы сейчас спросили о принудительном лечении в обыкновенных больницах, да, Да. про лечение. В обыкновенных больницах, когда человеку плохо, очень, и психическое расстройство у него ему плохо, или родственники, или скорая помощь доставляют в обычное психиатрическое заведение. Если человек не хочет лечиться, мы по закону психиатрического здоровья обязаны его отпустить домой. Но там есть одно но. Если этот человек из-за того, что у него психическое расстройство, не совершает какое-то действие или против себя, или против общества. В таком случае психиатры психиатрической больницы пишут заключение. Это заключение идет в суд.
проводится судебное заседание, суд выносит оставить этого больного в психиатрическом заведении или отпустить. Есть много случаев, когда суд отпускает этого больного домой. Это недобровольное лечение называется. Вот эта часть, когда проводится лечение в обыкновенных психиатрической больнице. Когда принудительное лечение, уже в суде одна сторона, или защита, или прокуратура, обвинитель, ставит вопрос, есть ли сомнение, что за это преступление этот человек совершил в невменяемом состоянии. И суд или одобряет, или нет. После этого суд выносит заключение, что этот человек надо послать на психиатрическую экспертизу. Это не психиатрический закон, это уголовный кодекс, и это написано там. И суд еще говорит, может, человек не хочет туда пойти, на добровольную экспертизу. Если человек не хочет пойти на экспертизу, суд может там же написать, что принудительно надо доставить психиатрическую экспертизу. Да. После этого, когда в психиатрическую экспертизу этот человек попадает, а психиатрия — это такая сфера медицины, что у нас нет инструментальных каких-то исследований. И чтобы поставить диагноз, надо поговорить с этим человеком, надо говорить и какие-то исследования психологические делать. Если человек не идет на такое исследование, психиатрическая экспертиза ничего не может, никакое заключение написать. Таких лиц обратно ведут в тюрьму. В каком состоянии находится эта сфера? Учреждение психиатрического профиля для тех, кого направляют принудительно. Принудительное лечение в Грузии есть только в Хонской больнице. Это потому, что Хонская больница обеспечена охраной. Вы знаете, какие там условия и как она вообще выглядит, какой там режим? Там находятся или на принудительном лечении, или узники находятся, которые из тюрьмы на несколько времени, потому что в тюрьме уже какое-то психическое расстройство у них выявлено, их тоже туда отправляют. Хонская больница несколько лет тому назад, там все перевернулось, ремонт сделали, и в несравненно хорошем состоянии находится, как находилось где-то лет 7-8 лет тому назад. Поэтому, Ираклий, а какая у вас есть информация, особенно о людях, которые там сидели? Хонская больница, она не вчера и не позавчера была построена. У нас, когда мы говорим о советское прошлое, прецеденты использования карательной психиатрии, они так уж многочисленные в случае отдельно советской Грузии. На общем уровне в СССР, конечно, довольно активно использовался, но исходя из масштабов, после 60-х до конца 80-х известно несколько случаев, не больше десяток, когда люди инакомыслящие или просто люди, которые попали под диск тоталитарного режима, отправляли бы на принудительное лечение. Как госпожа Манана уже упомянула, этим координировал центральное учреждение, институт имени Сербского, но, конечно, это не было единственное учреждение. От подчинения его вокруг Советского Союза существовал ряд таких очень строгого режима и закрытия учреждений психиатрической больницы, которые были как-то как пространство, где отправляли исключительно таких жертв. Что касается Грузии, такого специального учреждения, настолько я знаю, в советское время в Грузии не существовало. Большинство тех, о которых мы знаем, что стали жертвой карательной психиатрии, их отправляли где-то в глубине Советской России, этих закрытых учреждений, или Казань, или в Сербском, прямо в центре, или других. И потому Хони здесь в измерении советского прошлого ни при чем. Единственная отдельная история, это уже упомянутая о случае Шаманауры, которого держали в Тбилиси, в больнице имени Асатиани, но это была временная мера, потому что пока все эти процедуры, следствия и так далее не были завершены, это было временные меры,
невозможно говорить, как было бы, если что-то случилось, но если бы вот окончательное решение было бы вот принудительное решение, его бы отправляли где-нибудь в другом месте. Потому что инфраструктура вот такая была уже давно как-то обусловлена, и большинство этих учреждений были на территории Советской России или Средней Азии. Я просто хотела, чтобы вы для нашего слушателя буквально в 2 словах рассказали историю Нази Шаманаури, чтобы слушатель тоже мог провести какие-то параллели, если они существуют. Да, ну не только Шаманаурис, И кто она еще? Да. довольно известная на фоне других. Вкратце говоря, вот использование психиатрических учреждений для дополнительной репрессии против оппонентов, это не исключительно связано с советского периода, и во время царской России иногда, очень редком случае, такие меры использованы были, и еще в Советском Союзе с 20-х годов до 50-х иногда и так и бывало. Но так массово и вот в рамке уже обработанной политики применять эти карательные психиатрии уже начинается с конца 50-х до конца 80-х. Я могу перечислить несколько имен и историй людей, о которых мы знаем. Вот, например, одна из самых ранняя история связана с педагогом первой гимназии, сегодняшней первой гимназии Тбилиси, Николай Самхарадзе, который был учитель истории. И в конце 50-х его арестовали и отправили на принудительное лечение, исходя из того, что он протестовал против изменений в учебной программе, где место истории Грузии уменьшалось до минимума. И исходя из этого он ворвался в кабинете министра культуры, образования, был инцидент, и режим использовал это, что объявить, конечно, не открыто, но в рамке вот этой следствия и процедур, что он невменяемый, его отправили на принудительное лечение, так называемое. И еще, когда он освободился, он продолжал диссидентскую деятельность с 60-х и 70-х, его еще несколько раз арестовали, и то же самое отправляли в психиатрическую больницу, и исходя из того, что потом он изменил профессии, стал врачом и был довольно известный в врачебном обществе и не только в Советском Союзе, но на международном уровне, конечно, вокруг его и его притеснений отклик был на международном уровне. Вот это как отдельная история. Вот еще такая интересная история жителя города Батуми, Ревас Цинцадзе, которого в 1969 году арестовали, исходя его публицистические сочинения, критические против режима, он отправлял в редакции газеты «Правды», и исходя из этого КГБ его арестовала, и потом уже комиссия решила, что он болен, и отправили на принудительное лечение в Казань, и там он проводил где-то 2 года почти, и до конца режима он считался, что вот он так называемый пациент, и у него есть это ограничения, и инвалид, и так далее, и так далее. К Албатоне Манани я обращусь. 1 января 2007 года у нас работает вот этот закон. Если человек не хочет, психиатрическая больница, там не проводится его лечение. В случае с Нази Шаманаури ее доставили в психиатрическую, обыкновенную психиатрическую больницу, и там лежала она в 1-е отделение. Ее потом перевели в 9-ю больницу, соматическую, да, и там она умерла. Страшным случаем закончилось. На пищу не принимала. Когда я читала эти дневники Нази Шаманаури, когда я стала психиатром после этого, она что-то страшное там пишет. Но что я хочу сказать. После этого, в 2007 году, когда этот закон зашел в недобровольное лечение, до этого в психиатрические больницы обыкновение, я не говорю больницы принудительного лечения, обыкновение, все больницы были закрытые заведения. Там не заходил никто. После этого, вот 2007 года, двери психиатрической больницы открылись.
Я как знаю из дневников нашей Манаури, записки она не могла передавать никому. Сейчас нету такого. Больные по этим правилам может по телефону со своими родственниками или с кем хотят поговорить. Сколько у нас таких клиник? Это около 10. По всей стране. И, Батной Иракли, последний к вам вопрос. Есть такая опасность, что власти будут расправляться с неугодными людьми именно таким способом. Какими правами в данном случае обладает Нино Даташвили? С одной стороны, раз уже госпожа Манана детально объяснил, что вот такое законодательство существует, такие процедуры, что невозможно обычного человека прямо как-то отправить без его воли вот на таких принудительных лечений. Это раз, но другая это вопрос, когда уже арестованы люди, против них, конечно, уже режим заявил с этими последними действиями, что это возможно, это угроза уже, и это часть его кампании психологического террора, чтобы дать понять всем оппонентам, что мы будем вас арестовать, и потом уже просто сидеть в тюрьме, это будет не гарантированно, и мы будем как-то дополнительные репрессивные меры использовать против вас. Они к этому готовы. Другой вопрос, настолько они могут это массово использовать, конечно, и даже советский режим как-то обеспечил, что так тысячи или сотни людей одновременно были бы репрессированы в таком порядке, но вот самое главное, что уже готовность со стороны представителей системы уже ясно, и Видно. они как-то опираются этим, что вот такая уже память и опыт существует, люди об этом знали, кто не знал, уже узнали, что раньше таково бывало, и вот уже опасается, что мы способны это еще раз устроить. И это самое главное, что они уже ушли от Конституции, они все эти карательные процедуры и законы обработали так, что без всякого контроля, без всякого стида они могут сделать все, что они сочтут в данный момент нужным для сохранения власти. Вот такая сейчас обстановка, по моей точке зрения. Надо включить сигнал СОС. У нас очень плохое прошлое, поэтому надо включить сигнал СОС, чтобы такое уже не повторилось.